Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, ні дня, як кажуць, хтосьці без радка, а хтосьці без абмеркавання выбараў у каардынацыйную раду. Дайшла чарга нарэшце пагаварыць, абмеркаваць, пазнаёміць вас з выбарчым спісам нумар 2, выбарчы спіс «Воля». І зараз з намі на сувязі блогер, былы палітвязень, прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» і нумар 1 у гэтым спісе Александр Кабанаў, і наступае яму на пяткі у гэтым забеге нумар 2 таго ж спісу кіраўнік місіі дэмакратычнай Беларусі ў Киеве Геннадзь Манько. Добрый день, шановное господарство. Приветствую. Не Байпол, Дима, а Белпол. Белпол, да. Написано правильно, але вот как-то, ведаешь, что ты у меня еще с Азаровым ассоциируешься? А ты просто решил их список пропиарить таким образом, я понимаю. Ну, конечно, тут, господи, усе бачаць, люди бачаць Кабанова, ну, и кинулись одразу усе глядеть стрим, а тут раз и про Азарова. Ну, так вот, как бы таки черный пиар. Так, Кабанов, дай поговорить с іншым человеком. Ты постоянно в эфиры, постоянно то праз Белпол, то праз народного репортера, то в іншых своих интервью по ўсіх каналах, где можно. Дай познакомиться больше людям с Геннадзем Манько. Спадар Геннадзь, і у мяне будзе пытанне да вас. Ладно, Кабанов, з ім усё зразумела. Навошта вам гэтая каардынацыйная рада? Ну вы ж сур'ёзны чалавек. Зараз на дадзены момант мало того, что і бізнесмен, мало того, что і чалавек з вайсковым досведам, але яшчэ і кіраўнік місіі дэмакратычнай Беларусі. Навошта вам усе гэтыя дзіцячыя гульні? Ну, спасибо за вопрос, такой со стартом. Ну, я думаю, что это не дитячие гульни, что время пришло такое, как раз вот третье скликание, я думаю, оно должно быть, иметь совсем другой заряд, отличаясь от того предыдущего. Ну и чтобы не растягивать это, я скажу так, что на сегодняшний день сама ситуация меняется вообще. Вот координационная рада, если координационно меняется вообще ситуация. Ну и у нас было долгие там как бы спречки такие, да, мы пытались там понять, надо, не надо, рассматривали эти все вопросы на почве предыдущих всех историй, связанных с Радой, то, понятно, такая вялая история была, которая, ну, никаким образом не двигала. Но здесь возникли такие вещи, не буду скрывать, что, как бы там ни было, Координационная Рада попала в международные документы, она стала участником стратегического диалога в Соединенных Штатах. Я знаю, что Светлана Тихановская сейчас на встрече на Капри, когда G7 была, разговаривала с премьер-министром Великобритании по поводу того, чтобы создать такую площадку с Великобританией. Ну, поэтому возникло желание участвовать в этом процессе. Это раз. А во-вторых, ну, понятно, что на диване просто сидеть и смотреть, то это одно дело. А второе, реально принимать участие. И для того, чтобы не получилось, что кто-то заранее там для себя ставит, может быть, какие-то другие цели, и для кого-то, может быть, стоит задача, ну вот, гулять в эту гульню, а не добиваться каких-то конкретных целей, получить там доступ, условно скажем, ну не условно, а скажем, к каким-то ресурсам. Ну, для того, чтобы каким-то образом сбалансировать эту часть, ну, мы решили заявиться, посмотреть. Если это будет, ну, какой-то там балаган в процессе, хотя вот мы увидели первая неделя, вторая, и такая активность, ну, сначала 13 групп, понятно, там одна какая-то фейковая была, 12 групп зарегистрировано, все-таки 280 человек, ну, там 266, по-моему, на 80 мест, ну, такая серьезная активность появилась. Пока, ну, я понимаю, что это в этом осероде, которое в политическом этом коле находится постоянно. Ну, посмотрим. Наша задача участвовать, наша задача донести свои мысли, и наша задача изменять ситуацию именно своим участием, а не со стороны, что кто-то нам что-то решит и расскажет потом. Поэтому мы хотим заявлять о своем видении и участвовать в этих процессах. Вот
Дзякую вам, спадар Геннадь, за праўду і за то, что вы вот так шчыра. Вот Александр Кабанов, вот учыся, погляди, человек конкретно сказал, потрапила координацыйная рада во все документы, во все вот эти процессы, стратегічны диалог с Вашингтоном, с США, и зараз... Вот знаешь, по принципу, а я тоже хочу в белых штанах, зараз не только там Прокопьев у смокингу будзе по Конгрессе США ходить, але вот и Геннадь Манько, например, как представник координацыйной раде, тоже будет вот там, может где-нибудь Байдена сустрэне, за ручку там с ним повитается, скажа, передать привитание от калиновцев. А вот скажи мне ты, вот, Кабанов, що ж таки, пасля того, что ты, с чым ты сутыкнуўся, калі потрапіў у вот координацыйную раду другого скликания, вот это скандалы, твой выход с хлопаннем дзвярыма, у тебе не знікла жаданне увогуле працягваць нейкай спрабаваць супрацоўнічаць с такого кшталту структурами? Ну, начнем с того, что на самом деле сейчас формируется совсем другая структура. Это раз. Значит, меня не устроила по большому счету в прошлом созыве как раз сама структура, те люди, которые там были, ну, я имею в виду не по личностям, а как они туда попали. Вот сейчас немножечко другая ситуация, сейчас идет совсем другой состав, хотя и из прежнего состава также идут. Вот, сама система выборов – это, ну, достаточно полезная штука, чтобы раскрыть, подсветить, так сказать, тех людей, которые идут. Вот, они начали больше светиться, больше что-то там рассказывать. Вот, поэтому, конечно же, в этом надо участвовать. У меня лично, ну, энергии хватает на эти вещи, хватает. Конечно, устаешь много чего, но на самом деле у нас не так и много каких-то инструментов и каких-то возможностей, чтобы упускать один из них. Да, если бы у нас было там возможностей, ну, вообще много-много, то это другой вариант. Хотя есть инициативы, хочу сказать, которые не идут в Координационный совет, но делают очень важную работу. Вот, и, ну, им просто Координационный совет для того, чтобы проводить эту работу, не нужен. Вот, это больше такая узкая и такая секретная работа, скажем так. Вот. А на политическом поле надо как-то влиять, но у меня решение было принято все-таки идти, окончательное решение, когда уже я понимал, что идет, и в том числе, чтобы противостоять тому, что творилось в прошлом созыве. Уже зная по опыту, как это все происходит, я понимаю, что надо, ну, по максимуму этому противостоять, налаживать немножечко по-другому саму работу. Вот, и я думаю, что это получится. Поэтому вперед, только вперед. Геннадь, я вернуся до вас. Вы сказали падчас вот сваёй прамовы про тое, что мы тут параіліся, подумали, ці варта ісці. А мы гэта хто? Вот хто вас угаворваў, ці з кім вы раіліся увязвацца ў гэтую справу ці не? Вот можна яшчэ одну правду ад вас пачуць? Ну, совсем уже таким правдивым и опасным быть. Я вам скажу так, что я получил предложения от разных групп, от нескольких, но дело в том, что у меня сложились хорошие отношения с начала моей работы, ну, после начала войны вот в Украине, с калиновцами, с представителями калиновцев, часть это из них, часть, ну, там у нас же широкое представительство. То есть, как бы вот та группа более ориентированная, скажем так, которая на какие-то конкретные действия. Для тех, для кого важно вернуть Беларусь, для тех, кто считает, что этот час вертать Беларусь настал, что невозможно эти все долгие разговоры, вот эти восьмерки выписывать словесные и оставаться на месте. Ну, такая группа более активных людей, я скажу, которые ставят для себя цель и прямую цель, понимают, кто противостоит. Ну, и я хочу, чтобы не путались там наши граждане, наши слушатели. То есть это не идет речь о каких-то там махновских таких казачьих с шашкой наголо заявлениях. Это идет от взвешенных людей, понимающих, четко оценивающих ситуацию, понимающих, что может противостоять, какие нам угрозы противостоят. Просто это те люди, которые не ставят для себя цель остаться в Евросоюзе и получать гранты пожизненно тут сидеть. Те люди, которые хотят зайти в Беларусь, на свою родину, вернуться и выстроить Беларусь достойным государством, европейским, с нормальным добробытом. Если вот так вот вам достаточно. Спадар Геннадь,
Калі я уже злавіў такого человека, які праўду любіць і праўду гаворыць, я задам вам пытанне. Ад палітыкаў я праўды не дабіўся. Ну яны ж скажуць і все адно схлусяць. Таму я вот да вас ўсё ж такі, ну по вялікаму рахунку, вы як прадстаўнік місіі дэмакратычнай Беларусі ў Киеве, вы, ну скажем так, чалавек офіса, будем шчыра казаць. Отвечать уже или дальше? Не, яшчэ далей. То есть это я пакуль констатую, расставляю такие как бы знаки. И глядите, вот я калі размаўляў с лідарам спісу «Еўрапейскі выбор» Александр Добровольскі, ну у прынцыпе увогуле палітычны дарадца Святланы Тихановскай, які ідзе лідарам спісу у коорднацыйную раду. Я ему спытаўся, сапраўды вот кажуць про тое, что таким чынам праз Добровольскага спіс «Еўрапейскі выбор», праз Манько, які таксама чалавек офіса, але ў другім спіску, праз іншых людзей, якія таксама з'яўляюцца, ну как бы дзесьці там прадстаўнікамі офіса альбо іншых структураў, але ну как бы пра Тихановскія. Офіс Тихановскай хоча, ну скажем так, як бы так, узяць под контроль свой коорднацыйную раду. Вот вы удзельнічаеце ў этом таким рейдерскім захопе офіса коорднацыйнай рады? Это ко мне вопрос, я правильно понимаю? Да, к вам. Ну, смотрите, кстати, на удивление, я вот вам говорю, если уже пошло про правду, то я вам скажу, что из офиса ко мне не обращались как раз, ко мне обращались из других структур. Ну, про Тихановский я или какой-то там, я вам не отвечу. Я работаю в системе, я вообще отношусь к ОПК, представительству по замежных справах. И мой непосредственный начальник — это Ковалевский Валерий. Поэтому понятно, я такой посередине человек между офисом и ОПК, но больше, так как я не вовлечен в какие-то там процессы в ОПК, а работаю только с представительством по замежным справам, то да, можно таким образом отождествлять. Но это слишком сложная схема для внедрения рейдерского захвата, хотя она логичная, вы все правильные вещи называете. Ну, вот у нас хорошо очень сказал наш коллега, который с нами идет, Сергей Кидышко, который у вас бывает. Он сказал, наша королева Беларусь. У нас Беларусь и Беларусь наша задача. Но при этом, при всем, почему я, допустим, остаюсь в этой структуре и нахожусь и работаю, я считаю, что на самом деле у Тихановской очень большие возможности, очень много сделано. Я просто вижу, знаю, какая работа делается на международном уровне, какие встречи, какие документы, обсуждения, доступ к определенным людям, вход в какие-то кабинеты. Почему мы должны закрывать эти двери, если у нас есть возможность разговаривать? Наша же задача, у нас цель же одна. Мы же заявляем одну цель, что наша задача вернуть Беларусь нашу, вернуть ее на правильный курс. Поэтому я считаю, что использовать надо эти ресурсы, которые есть у Тихановской. Почему нет? Я только за. Геннадий, Александр, у мяне будзе да вас одно пытанне да двоих, просто вот каб вы выказали сваё меркаванне. Ўсё ж таки ваш спіс, ну такі называюць мілітарным спісам, і тут не толькі вы як чалавек, які і прайшоў войска і вайну, і зараз, як вы самі сказали, маеце добрыя сувязі з каліноўцамі і з імі раіліся ісці ці не ісці. Лідар спіса, наколькі я разумею, нягледзячы на тое, што нумарам першым ідзе Кабанаў, але лідарам спіса ідзе ўсё ж такі экс-каліновец пазыўны Кусь, і іншыя у вас таксама ёсць, ну карацей кажучы, парамілітарны спіс. Навошта людям, ну таким прынцыпе з мілітарным бэкграундам ісці ў гэтую структуру, чаго, што вы хочаце там дасягнуць, і ці патрэбна ў палітычнай нейкай такой структуры адзінцы вот это менавіта парамілітарны складнік? Геннадий, давайте, вот вы уже почали, давайте вот вы зараз, потом до Кабанова. Александру дадим, чтобы он... Да, ну ладно, давайте Александру, давай Кабанова, вот это так уже... А я дополню, да. Что-то я тут заскучал уже между вами сидеть. Ну ладно, значит, смотри, вот я до нашего эфира посмотрел Розу Турербекову, да, которая касалась этого вопроса тоже, и говорит, вот посмотрите на программы, кто с чем идет, там визы, а есть возможности, а есть невозможности. На сегодняшний момент
все наши вот публичные политики, назовем их так, они как бы возможность того, что вообще на сегодняшний момент даже рассматривать способы возвращения в Беларусь, как бы и не рассматривают. Они говорят, ну давайте вот мы займемся визами, давайте мы займемся там культурой, давайте мы займемся всем, кроме того, что на самом деле беспокоит людей. И при этом говорят, что да у нас же возможностей нету. На мой взгляд, КС это та площадка, возможно, ей стать, где как раз такие возможности можно создать именно на политическом поле. Именно нам это и предстоит создать и доказать, что этим надо заниматься. Потому что, как показывает история, вот мы смотрим часто фильмы про различных людей, исторических личностей, и про них почему снимают фильмы? Потому что они сделали в свое время невозможное из того, что было возможно. Вот. Мы не хотим попасть в кино, да, вот, мы хотим заняться тем же. То есть, на мой взгляд, я не думаю, что кто-то будет с этим спорить, но у нас на сегодняшний момент Лукашенко никаким боком не уйдет у власти. На мой взгляд, все проблемы, которые связаны с белорусами и Беларусью, заточены на вот этой системе, которую он создал. Эта система никогда не пойдет на попятную, эта система никогда не будет ни с кем договариваться, эта система лживая, преступная. Вот. И лично мое мнение, что эту систему, решить проблему, можно эту систему только снести. Я сейчас говорю не про гражданскую войну, ни в коем случае. Да? И я уверен, что гражданской войны никакой не будет. Гражданская война – это когда какие-то граждане выйдут за него заступаться. Грубо говоря. Да? Я таких граждан что-то не наблюдал ни в 2020 году, хотя там в тюрьме сидел. Ни в тюрьме я таких граждан не наблюдал. Ни одного человека, который поддерживает Лукашенко, я не видел. Значит, даже с администрацией той же, скажем честно. Вот. Поэтому нам нужно прорабатывать возможности. И когда говорят о каком-то там окне, которое может появиться, мы сами должны создавать это окно, и мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Поэтому я в этом списке, я поддерживаю такой, скажем, силовой сценарий. Тем более, что будет завтра, никому не известно, абсолютно никому. Лукашенко может и в войну вступить, то есть прочитать его невозможно, но мы должны быть к этому готовы. И на политическом уровне мы должны добиться поддержки того, что такое возможно. Потому что на сегодняшний момент, допустим, ни та же Польша, ни та же Литва косо на все это смотрит, нам надо эту повестку продавить. Как-то так. Геннадий, вам слово. Я почему милитарный, парамилитарный, я скажу так, смотрите, вот у нас есть две вещи, которые такие основные даты, события за последние годы. Первое – это 2020 год, участие, вот эти марши, все выборы президента. Вторая – это война в Украине. Так вот, основная масса бойцов, которые приехали в 2022 году в Украину воевать, рисковать своей жизнью, они в основном, основная масса, это точно проверенная информация, основная масса были участники событий в 2020 году. То есть люди ставили перед собой политические цели. У нас же организация такая, громадская, политичная, да, поэтому люди изъявляли свою волю в 2020 году, потом развитие вот это событие получилось, мы перешли во второе событие, 22 год, февраль, война, и люди приняли свое решение, что они могут свой вклад сделать посредством того, что они будут воевать и приблизят эту победу, которая напрямую связана с победой в Беларуси в дальнейшем. Так я считаю, почему они не имеют права участвовать в дальнейшем политическом определении судьбы белорусского народа. Они делегировали нас, условно скажем так, большая часть, которая не может быть, но они участвуют, и мы это не безразлично. Почему они не могут свое волеизъявление каким-то образом проявить? Они поддержат, может, нас, проголосуют за нас. Поэтому это простое продолжение политики тех людей, которые вот таким образом для себя сделали выбор воевать в Украине. Да, на самом деле вначале у нас было там несколько представителей действующих, это и Кабанчук, и Турцевич, Игорь, которые действующие бойцы. Ситуация так сложилась, что сделали выбор там в сторону полка и развития там правильных событий, чтобы сформировалась нормальная атмосфера там после вот этих всех американских горах, которые там происходили.
Ну, а дальнейшее это наша задача зайти в КР, и совместно мы, понятно, что это будет, это большая группа людей, интересы которых мы будем представлять. И мы видим немножко по-другому от тех товарищей, которые заходят, пытаются зайти в КС большими группами. Я знаю, что у нас будут противоречия какие-то определенные. Но создается такая площадка, где мы на серьезном европейском уровне будем решать в процессе решения вопросов там, на состязательной основе. Поэтому все нормально. Это продолжение политической воли и мыслей граждан, которые просто свой выбор сделали в пользу войны в Украине. Добра, таксама будзе пытанне тады да вас абодвух. Пачнем з Кабанова, каб ён там не сумаваў і не думаў, што мы тут выкінули яго з эфіра. От пытанне ад гледача пад нікам у здаровым сэнсе здаровы дух. Хто-нибудь пра КР канкрэтна выказацца можа, чым вы плануеце там займацца, якая роля, толькі без агульных словаў пра магчымасці і пляцоўкі. Вось, Александр, і сапраўды там можна крыўдзіцца на Турарбекаву, што яна вот кажа, што у іх там можа быць не у вас канкрэтна, у пэўных там іншых спісаў агульныя словы про акно магчымасцяў, про вызваленне Беларусі. Скажи конкретно, чым вы плануеце займацца цягам года, і калі размова ідзе про вызваленне Беларусі за 2 гады дзеяння у коордынацыйнай радзе гэта можна дасягнуць? Увогуле, як это будзе выглядаць? Коордынацыйная рада сядзе на белые абрамсы і павядзе за собой? Слушай, ну на самом деле, даже если мы начнем такой диалог сейчас, вот именно по созданию, допустим, какой-то структуры, даже если мы начнем прощупывать политиков европейских, американских, начнем искать общие точки соприкосновения, я не знаю, удастся это сделать за 2 года или нет, потому что это все решается как раз процессом переговоров. Вот. Но у нас есть конкретные задачи, которые мы себе поставили уже, как только мы, ну, если мы попадаем туда, мы уже конкретные задачи себе поставили определенные. Вот, создание определенных комиссий. Значит, ну, я как блогер, сам понимаешь, буду освещать работу Координационного совета так по-нормальному, не так, как сейчас это проходит. Вот. Значит, создание комиссии определенных, внесение, возможно, каких-то поправок в регламент. То есть есть технические моменты, которые нужно настроить этот инструмент, скажем так, чтобы он начал работать немножко по-другому. Плюс подсветить гражданам, чем он занимается. Вот. А как это будет дальше? Я имею в виду переговорные процессы, с кем у нас будет возможность встречаться, с кем возможность будет обсуждать это, как это будет все в КС. Мне сложно это сказать по той простой причине, что я в этом никогда не участвовал и не знаю. Я никогда не ездил ни на какие международные там эти встречи, конференции, не встречался с европейскими, там, американскими политиками, поэтому у меня представление в этом очень слабое. Но в любом случае, если мы в КС будем поднимать какой-то вопрос, мы его будем выносить на публику. Вот. Как по нему голосуют и как принимают решения, мы будем выносить на публику в том числе. И мы будем стараться попасть в различные комиссии, которые как раз непосредственно взаимодействуют с различными политическими структурами Евросоюза и Америки, и пытаться там поднимать нашу повестку, пытаться ее продавить. Ну, на сегодняшний момент будет глупо говорить, что вот у нас все получится. Я не знаю. Стараться будем. Так, Геннадий, я все ж таки усе спадзяванні на вас. Вот бачыце, Кабанов, правда, тоже вырашыў шчыра прызнацца. Аказалася, што ён хоча просто таким чынам адбіраць у мяне хлеб, і ён будзе адтуль стрымы весці, каб у мяне не было такой магчымасці. Вы, асабіста вы, што ўсё ж таки вы плануеце, чаго рабіць, што канкрэтна хочаце дасягнуць? Вот по пунктах. Я хочу і буду дамагацца зрабіць гэта і гэта. Смотрите, вот в прошлом году в Киеве прошла конференция «Шлях доволен». Да? Результатом этой конференции, несмотря там на вот эти громкие истории с подписаниями, кто там подписал, не подписал, там было, значит, было собрание проведено, в котором было принято решение о создании чрезвычайной военной комиссии, которая с целью для себя ставит создание БВА, Белорусской вызвольной армии. Мы считаем, что если у нас удастся эта площадка, которая, ну, это такая представительская организация, должна получиться, я думаю, в силу сейчас вот этих всех субъектов, которые в нее пытаются попасть, я думаю, там будут горячие у нас такие спрэчки. Ну, это даст возможность определенную работать с международным сообществом. Мы постараемся довести четкое понимание
чтобы у людей было четкое понимание, что такое БВА, для чего оно надо, какие ставят перед собой цели, каким образом это должно происходить, какой есть исторический опыт. И проделано очень много работы, и я думаю, что вот 19 числа на... Не знаю, как это называется, что будет посвящено в Варшаве выборам в КР. Что это, конференция? Ну, конференция, да, такая. Там будет литература представлена вам уже определенная, которая ознакомит, хороший вот такой буклет будет, который час вертать Беларусь. И там все очень четко расписано, нарисовано, показано, какие документы, что разработано, что есть. То есть мы считаем это хорошим заделом для того, чтобы выйти на международное сообщество. Потому что время на сегодняшний день складывается так, что все поменялось. Начиная 2 года назад, или там с 2014 года, если взять вторжение России в Украину, то не хотели давать простых там для начала каких-то джавелинов, потом там стингера не давали, самолетов, танков. И вот эти все витки наращивались. Мы уже пришли на такой виток, когда напрямую оппоненты заявляют о применении тактического ядерного вооружения. Ну, то есть, как бы мы поднимаемся, они все меньше, короче, большие витки были, сейчас короче, выше. Я думаю, что во многом сейчас поменялось и отношение международного сообщества, Европейского Союза. Понятно, что принимать решения будут это серьезные игроки, крупные, такие как Соединенные Штаты, Великобритания. Китай будет влиять на процессы, Польша также будет влиять очень на процессы. У нас есть мысли хорошие, мы не хотели бы сейчас там все это вскрывать до конца. Как говорится, сначала не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Так что сначала попробуем зайти, а потом все вам изложим. Обязательно будем разговаривать, расскажем вам, покажем. Так, Александр, таксама можа быць такое агульнае пытанне, бо цікавае пытанне ад глядачкі пад нікам мадам. Яна пытаецца: ваше меркаванне аб Кавалькова і Рымашэўскім згодных на перамовы з рэжымам. Ну, Кавалькова, наколькі я ведаю, у гэты склад новы абноўлены на выбары не ідзе. Рымашэўскі ідзе, дарэчы, па спісе, які ўзначальвае Роза Турарбекова. Але калі нават не казаць пра гэтых двух асоб, я ведаю, что там у розных спісах розныя людзі ёсць, якія выступаюць за гэтую ідэю, там неяк там перамовы з рэжымам, там ці перамовы з захадам, каб ён пачаў перамовы з рэжымам, карацей кажучы, не злаваць деда, назовем гэта так агулам. Як вы ставіце да гэтай вот, як вы думаеце падтрымліваць, не падтрымліваць адносіны і ўвогуле да самой гэтай ідэі? Александр. Значит, вот опять же коснусь предыдущего эфира с Розой Турарбековой. Я очень положительно отношусь к ней, я считаю ее очень грамотным человеком. Вот. Но у нее прозвучала такая фраза, она сказала: вот читайте больше программы, кто что предлагает и так далее. На мой взгляд, мы упускаем очень важную вещь. Это какую-то там моральную составляющую тех людей, которые идут. А на мой взгляд, это наиболее важная вещь, гораздо важнее, чем сама программа, потому что, обещать не значит жениться, да? В программе можно расписать все, что угодно, нужно знать, кто реализовывает данные программы. И понятно, программу надо изучать тоже. Значит, одна из причин, почему я также иду в КС, потому что вот эта идея, она продвигается все мощнее и мощнее, каких-то там переговоров, каких-то выкупов, снятия санкций и так далее. Я категорически против этих даже разговоров. Разговаривать я не могу запретить, но для того, чтобы контролировать. Опять же, почему я говорил тебе, вот ты возмущаешься, что я хлеб у тебя заберу. Я буду показывать людей, которые делают эти предложения европейским политикам. Вот. Я попытаюсь попасть в эти комиссии и рассказывать людям, с какими предложениями идут, что они хотят. Потому что, если так задуматься, на сегодняшний момент, переговоры с Лукашенко, переговоры о чем? Итог этих переговоров, что они хотят увидеть в итоге? Либо... Знаешь, у меня такое складывается ощущение, что вот Лукашенко завтра после переговоров скажет: ребята, извините, я ошибался. Бывает. С кем не бывает, ошибался. И белорусы массово ломанулись назад в страну. Дима, ты поедешь, нет? Когда Лукашенко скажет: простите меня. Вот скажи честно. Ведаеш, спачатку ён павінен вызваліць усіх палітвязняў, вярнуць усе забароненыя закрытыя недзяржаўныя арганізацыі і рэдакцыі СМІ. І пажадана было б, каб
как бы на скамью подсудимых посадили тых, хто вінаваты ў канкрэтных злачынствах і, напрыклад, забойствах того ж самого Романа Бондаренки. Ну, то есть непосредственно Лукашенко, чтобы сел на скамью подсудимых. То есть, ну, на это он не пойдет. Никакие переговоры его к этому не вынудят на сегодняшний момент. Поэтому я, естественно, ну, люди имеют право идти со своей любой идеей, которая у них есть, да. Вот, то есть есть списки, где откровенно об этом говорят, не стесняясь. А любая идея имеет право на жизнь. Вот. Но при этом, конечно же, избиратели должны разобраться, кто в каком списке идет, значит, с какой программой. Вот. Ну и, на мой взгляд, самое первое, это какие-то определенные моральные качества должны присутствовать обязательно, оценка. И при этом, мне кажется, что немаловажно, нужно немножечко оценивать результаты деятельности человека, потому что, опять же, вот программы написаны красиво, их разъясняют, объясняют. А до этого были написаны такие же программы, до этого были сказаны такие же вещи, такие же аргументы, которые в итоге, ну, потерпели какой-то крах там или просто не реализовались. Вот. Поэтому важно, очень сильно важно, кто идет, с чем идет. Я не буду сейчас переходить на личности, да, пускай люди сами разбираются. Дарэчы, калі пра ўжо асобы, было пытанне, вот ёсць ад Станіслава Лец. Можна распавесці пару слоў аб вашым спісе, хто ёсць хто. Вот, калі ласка, дарэчы, я чуў такое выказванне, што ну вот выдатныя, здавалася б, спісы і выдатныя людзі, выдатныя ідэі, але фактычна ў кожным спісе ёсць свая лыжка дзёгця. А вот сам можешь шчыра прызнацца, якая лыжка дзёгця ў вашым спісе ёсць, ну і ўвогуле пра спіс, пра людзей, пра іх пару слоў, што можна сказаць? Значит, у нас в списке нету таких, скажем, ну, если сказать, опытных политиков, да, то есть искушенных в политике, которые во всех процессах разбираются, знают, что, где, как. И я себя таким тоже далеко-далеко не считаю. Это раз. Во-вторых, список составлялся у нас поштучно. То есть мы каждому кандидату присматривались, носились предложения, что давайте такого-то человека, разбирали, кто он, чем он занимается, какие у него позиции, потому что, ну, у нас позиции достаточно такие жестковатые, скажем так, да, и поддерживает ли человек эти принципы. То есть у нас в списке нету людей, которые могут заявить, что мы за переговоры с Лукашенко, мы за снятие санкций. Таких людей в нашем списке нет. Хотя у нас абсолютно разные у многих идеологические платформы, но, на мой взгляд, самое важное, что я хотел бы отметить из всей этой истории, у нас на берегу принято решение, что неважно, прошли люди в Координационный совет, избрались, не прошли, список остается в полном составе, в полном, и все решения, которые потом будут для работы Координационного совета, мы будем решать именно этим списком. Это раз. Второе, вот мы сейчас работаем над этическим кодексом самого списка нашего, работаем над регламентом. То есть идет серьезная работа уже организация какой-то структуры, да, какого-то движения, которое пригодится и в будущем, будет развиваться. Возможно, мы будем в этот список еще включать каких-то там по каким-то компетенциям людей. То есть это такая работа, есть работа в КС, есть работа еще общественная, где будет развитие списка самого. На мой взгляд, это гораздо, наверное, даже важнее, чем присутствие в самом КС. Геннадь, что вы можете с этой нагоды сказать? С нагоды по предыдущему вопросу? Да. Ну, смотрите, вот для нас очень интересно, конечно, все эти заявления, которые делаются такие навстречу режиму, которые вроде бы как чуть-чуть поддавили режим, он же в любом случае, этот кумулятивный эффект есть. И даже то, что «Газпром» объявил вот недавно буквально о убытках за прошлый год 629 миллиардов, но это такая как бы все равно работа. Я не понимаю, вот Саша Кабанов занимался борьбой, я когда-то занимался борьбой, и потом карате занимался. Вот. Но это как бы непонятно. Мы так вроде бы чуть-чуть создали условия себе на пользу, режим поставили в неудобное положение, и кто-то в этот момент начинает говорить, а давайте чуть-чуть вот здесь сделаем, потому что людям что-то не хватает. Там понятно, там никто не считаться не будет, разговаривать не будет. Интересы там только свои, и в основном это интересы одной семьи, если касаться Беларуси. Идти на разговоры можно только, они будут разговаривать только с сильными людьми и с теми, кто может влиять на процессы.
Поэтому это должно быть как про товарища, про это, где там, если нет, купите билетик, если нет, отключим газ. То есть всегда вариант такой должен быть, что если нет, значит вот такая реакция. Понятно, что это может делать крупные игроки, но мы хотим занять определенное место в этой игре, быть инструментом каким-то для того, чтобы победить этот режим. Те люди, которые находятся там, они будут все фиксироваться, все заявления их, сразу предупреждаем их, что все ваши заявления, все будет зафиксировано, все сказанное вами будет использоваться против вас. Все добрые люди, которые готовы там договариваться о чем-то с теми людьми, с людоедами, которые ни на что не взирая по-хамски растоптали все, что можно, которым не до законов, лишили людей и по-скотски поступают. Вот я не знаю даже, кого так назвать. Вот это помста такая людям. Здесь лишите это. Вы там забудьте про свое имущество, подумайте лучше о родственниках. Кто с ними договаривается, с этими людьми, им уступить в чем? Так и закончилось их время, все, они на излете. Понятно, что они там еще в какой-то инерции двигаются, что-то из себя представляют, но болевых точек очень много. Очень много. Поэтому нас впереди ждут очень веселые времена. Я думаю, что все будет хорошо, мы движемся туда, куда надо, и уже достаточно времени прошли. То есть вошли в точку, подошли к краю, к изменению, к перелому. Я так думаю. Ну і на завяршэнне нашай размовы таксама будзе да вас абодвух пытанняў, але пачнем з Александр ўсё ж таки вот калі звяртацца да патэнцыйных выбаршчыкаў, ты можаш патлумачыць, а чаму людзі ввогуле павінны как бы зацікавіцца ўсёй гэтай валтузнёй з каардынацыйнай радай, навошта ім галасаваць, як беларусам тут у эміграцыі, што ім дае гэтая каардынацыйная рада, навошта яна ім, так тым больш людзям у Беларусі. Смотри, есть вещи очевидные, есть вещи неочевидные. Многих, ну, то есть по многим направлениям идет работа, которые белорусы вот прямо сейчас на себе не ощутят ни в стране, ни за рубежом, ну, никак не ощутят. Но эту работу надо все равно, для того, чтобы были ощутимы результаты, эту работу все равно надо начинать и нужно ее делать. Без того, чтобы не начать ее делать, ничего не произойдет. То есть должны быть какие-то определенные шаги сделаны для того, чтобы что-то ощутить. Вот. А голосовать или не голосовать, знаешь, как ни странно, хотя я иду в КС, но я не могу обращаться к белорусам и говорить им: ребята, все обязательно бегите и все обязательно голосуйте. Есть активные люди, к которым не надо обращаться. Они и так для себя приняли решение, что мы будем в этом участвовать и так далее. А вот те неактивные люди, которые, ну, на мой взгляд, вот пишут комментарии, ну, я говорю, кроме ботов, да, что да нафиг вы нужны, там, а что вы для нас сделали, там, и так далее. Они в этой прострации будут жить всегда. Сделаем что-то, не сделаем что-то, они всегда будут чем-то недовольны. Значит, сегодня по 500, завтра по 1000, и послезавтра там по 1500 уже захотят, там, ну, грубо говоря, да. И белорусы должны понимать, что что тот же Координационный совет, тот же офис, тот же кабинет, мы не находимся в Беларуси, и у нас, еще раз повторяю, не так много рычагов, которые могут вот изменить прямо сейчас и прямо все. Но определенный этап работы нужно пройти. Это как 2020 год. Для того, чтобы наступил 2020 год, до этого были десятилетия, когда собиралась информация, появлялись политики, появлялись блогеры те же, которые перестали бояться и начали говорить, что происходит. То есть это 2020 год появился не сам по себе, вот он раз и появился. Для того, чтобы 2020 год появился, были проделаны те шаги, о которых никто не знал и никто не замечал. Поэтому хотим перемен, значит, надо активизироваться. Если все устраивает, ну, ради бога. Меня не устраивает, и я хочу перемен. Дзякуй. Ну і апошняе слово вам, Геннадзь. Дадам толькі да таго, што чаму ісці галасаваць за каардынацыйную раду, дадам да гэтага, чаму менавіта за спіс воля. Я считаю, что сейчас наступило время, именно время на всем земном шаре. Сейчас идет такой тектонический сдвиг, он уже двигается вот с 2020 года, идут изменения все. Посмотрите, в глобальной политике поменялось все. Здесь идет смещение центров тяжести, тут меняется общая ситуация. И я считаю, что мы как раз находимся на той стороне, которая относится к развитому миру.
И все, что происходит сейчас в этом регионе, оно не останется бесследным. Не может Беларусь остаться в таком состоянии. Поэтому мы идем сюда, мы хотим участвовать в этом процессе, мы хотим, чтобы о Белоруссии и решали вопросы те, которые находятся сильные игроки с внешней стороны периметра Беларуси, это Европа, Запад, цивилизованный мир, чтобы они с нами совместно решали эти вопросы. Мы предлагаем всем желающим, кто не хочет сидеть на диване и таким с умным видом все знать, но ни в чем не участвовать, ни за что не отвечать, мы предлагаем, наоборот, вовлекаться в эту историю. Нам сейчас надо быть в движении, нам надо сейчас привлекать внимание международного сообщества. Это все обязательно придет в движение конкретное по Беларуси. Этот центр такой, он не может оставаться в положении под влиянием России. И с Россией вопрос решится. Поэтому сейчас нам надо участвовать для того, чтобы быть на острие, чтобы о Беларуси вести переговоры мы могли, чтобы мы донесли свое видение, какую мы хотим Беларусь видеть. Я говорю это тем людям свободным, которые хотят быть свободными. Не те, которые флюгерки пристраиваются в любом случае, выехали, нашли, главное найти где-то там питание и все. Надо менять ситуацию. Мы будем тем, почему за нас? Ну, потому что мы для себя ставим прямую цель, и среди нас те люди, которые сделали выбор не гранты, а реальная война. Люди воюют, люди погибают. Это часть людей, которая стоит за нами. Поэтому я предлагаю вам, если вы хотите что-то менять, наши сограждане, то давайте присоединяйтесь, будьте активными, не надо спать. Все, кто будет спать, за них будут решать другие дяди. Поэтому вперед. Я хотел бы добавить, Дима, я быстренько. Давай. Почему именно список воли? Значит, во-первых, ну, я уже говорил, что у нас люди, которые политически такие неискушенные, только входят в политику, и для них не существует каких-то табу и каких-то границ, и каких-то запретов. Это очень важно, на мой взгляд, когда приходят свежие люди, и у них нету навязанных правил игры, они уже, у них нет вот этих препонов каких-то, и все эти свежие идеи, которые они приносят, они вправе реализоваться, это раз, а во-вторых, у нас точечно подобраны люди, это абсолютно национально ориентированные люди, это люди, которые любят свою страну, которые доказали на деле, по большому счету, либо через тюрьмы, либо через фронта в Украине, что они готовы жертвовать и свободой, и жизнью ради будущего Беларуси. Поэтому наш список, на мой взгляд, вот по этому составу один из самых мощных. Дякую вялікі. Ну что ж, мы вам постараліся збольшага прадставіць, безумоўна, не прааналізаваць там конкретно по пунктах праграму, не конкретно по нумарах кожнага удзельніка спісу, але тым не менш, што сябе уяўляюць прынамсі думкі, настроі і людзі з першых нумароў гэтага спісу, мы вам паспрабавалі зараз прадставіць і пазнаёміць, ну і аргументаваць тое, чаму трэба галасаваць і што яны там хочуць зрабіць у гэтай каардынацыйнай радзе. Александр Кабанов і Геннадзь Банько былі у нас у эфіры. Слухайце, глядзіце, ну, калі не хочаце, каб за вас вырашалі дзядзі, не спіце, галасуйце і жыве Беларусь. Спасибо, Дима, за эфир.